доклад, представленный экспертным советом, пока недоступен, но черновой вариант открыт для всех желающих на сайте министерства. Согласно этому документу, оценка на безопасность продукта не понадобится, если он был произведен по технологии, не оставляющей в целевом организме чужих генов или частей генов. В рамках этого норматива эксперты считают целесообразным требовать от производителя или того, кто использует этот продукт в коммерческих целях, информацию о методе редактирования, генах, на которые он был нацелен, а также другие детали, которые можно обнародовать при сохранении прав интеллектуальной собственности. Вопросы маркировки таких продуктов в черновом варианте не рассматриваются. Ожидается, что министерство примет рекомендации при завершении формирования политики по генетически отредактированным продуктам к концу этого года. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск». Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. И вместе со мной в студии наш гость «Персонально ваш». Глава администрации Уфы в 2003-2011 годах, ныне депутат Государственной Думы России Павел Качкаев. Здравия радует или огорчает? Ну, если говорить вот про сегодняшнее положение дел, вообще это не самое хорошее время года, а, наверное, самое такое отвратительное время года, потому что и грязь выходит, и тот смет, который мы всю зиму сильно бросали, чтобы гололед не было, все у нас на газонах, на тротуарах, но тем не менее, вот к чести сказать, правда, уже много было заявлений, заявление было и Ради Фаридовича, к чести сказать, в этом году все-таки большой объем работы сделали уже. И по дорогам, и даже по разметке. Я прилетел из Москвы в прошлой ночью с четверга на пятницу, удивился, что проспект, вернее, не проспект, а Уфа-аэропорт, была разметка нанесена. Серьезно? Свежую нанесли? Видимо, временную еще, из краски. Ну, да, они краской делали, не пластиком, а не термопластиком, а краской, но тем не менее, когда разметка есть, приятно ехать. Ну и когда вот дождя нет, а сухо, все-таки и машина не такая грязная, поэтому снег ворошится, что тоже приятно наблюдать, и чего давно не было. Поэтому я думаю, что здесь вот пока можно положительно оценить работу, на мой взгляд. Вот в связи с этим хотелось бы, чтобы вы прокомментировали слова некоторых пользователей интернета, которые говорят, что у нас якобы было время, когда чуть ли не весь снег вывозили, а потом наступило время, когда вообще ничего не вывозили. Вот, на мой взгляд, это не правы ни те, ни другие. То есть всегда было в той или иной степени там больше-меньше, наверное, да? Ну, со всего города снег мы не возили никогда. Существовал перечень улиц центральных, с которых вывозился снег. Ну вот, к слову, там от Ленина, Кирова, Чернышевского, Заки-Валиди. С проспекта Салавата мы очень редко убирали снег. В основном бросали в отвал, на газоны. Поэтому говорить, что вывозился весь снег, такого не было. Да, собственно, и средств на это нужно очень много, и трудозатрат, и машинозатрат. Но в этом году, на мой взгляд, снег вывозился активнее, чем вот предыдущие годы. И снега, кстати, было достаточно много. Конечно, по сравнению вот с позапрошлым годом. В позапрошлом году вообще мало было снега, но тем не менее, вот снег с улиц, по крайней мере, вывозился нормально. По дворам, конечно, еще проблем очень много, но здесь проблемы, мне кажется, еще связаны с тем, что все-таки мы каждый год по 30-35 тысяч автомобилей приобретаем, из них оседает в Уфе больше половины. И они все, собственно, паркуются во дворах. Чтобы убрать двор, для этого надо специализированную технику. Все-таки, на мой взгляд, мы мало используем технику, вот, типа маленькие снегоуборщики там, с шириной захвата там, 50-60 сантиметров, чтобы дорожки чистить. Это же очень выгодно, чтобы не лопатой работать. Но, тем не менее, я думаю, что и до этого руки дойдут, но надо просто приобретать технику. Вот раз уже затронули тему парковочных мест, у нас сейчас идет история, происходит, связанная с автокооперативом, гаражным кооперативом «Жуковский» в Сипайлово. Владельцы гаражей, которые уже несколько лет не платят за аренду, потому что город им аренду не продлевает, отказываются убирать гаражи, считают, что вот их заставляют своими машинами заставить дворы, и так заставленные. В общем, идут на вот некий такой конфликт. Считают, что администрация их не слышит и не хочет слышать. Вот кто здесь прав в этой ситуации? Ну, мне кажется, здесь не прав никто. Вот если честно. И вообще
Но это не проблема не только города Уфы, и не только проблема республики. Это проблема, наверное, в стране целиком. И в Москве, собственно, та же самая проблема. То есть отсутствие нормальных парковочных мест и стоянок. То есть в любом случае, когда мы, допустим, проектируем вот по новым градостроительным нормам и правилам, у нас количество, насколько я помню, на сегодня парковочных мест, которые должны быть, принадлежать многоквартирному дому, хоть оно и увеличилось, но оно все равно не соответствует среднему количеству машин на семью. Если, допустим, сегодня там планируется там одна машина на семью, то у нас очень много семей, где не одна, а две, и даже если взрослые дети, и 3 машины есть на семью. Поэтому это вот одна проблема. Вторая проблема все-таки владельцы или как пользователи этой парковкой или гаражей не правы в том, что все-таки эта земля принадлежит городу. А город в любом случае должен развиваться. И невозможно представить себе город, который состоит только из там, железных или каких-то гаражей. Но вот все это должно быть в балансе, на мой взгляд. То есть у нас практически нет многоэтажных парковок. Вот это единственная несчастная парковка, которая по Пархоменко напротив бывшего завода РТИ находится. Она же уже сколько лет, наверное, 15 недостроенной стоит. Хотя планировалось, что все те машины, которые сейчас заполняют улицу Пархоменко, они уйдут туда. Но это частный застройщик. Это частный застройщик. Они брали деньги и строили эту парковку, но вот они не могут ее, насколько я знаю, все-таки сдать окончательную документацию. И здесь тоже есть проблема. То есть здесь очень сложно найти право виноватого. Понятно, что я, допустим, как житель должен иметь возможность поставить свою машину, естественно. А с другой стороны, город должен развиваться. Поэтому здесь тут очень сложный вопрос. Его одним наскоком не решишь, или какой-то такой командой, просто командой. А справедливо ли, на ваш взгляд, что покупатели квартир в новом жилом комплексе, например, да, должны все скидываться, по сути дела, на парковочные места, даже те, которые не планируют пользоваться машинами? Ведь по факту так и получается. Ну, нет, я бы не сказал, что все скидываются. Если у нас делается по домам парковка подземная. Вот не, я имею в виду, когда парковочные места по нормативам положенные застройщик строит, он ведь деньги-то берет с продаж? Ну, строительство нет. Вот это все, вот стоимость парковочных мест входит в участок, который отводится дому под обслуживание дома. То есть под благоустройство. Есть специальный норматив, допустим, если дом, там площадь там, 5000 условно квадратных метров, то ему должен быть нарезан участок земли, там 0,6 там, га или там, или 1 гектар. Там делаются все благоустроительные работы, которые положены. То есть там разбиваются газоны, там разбиваются клумбы. Там и затраты делятся пополам. Затраты делятся на всех покупателей. В том числе платят и те, кто машин не имеет. Ну, здесь... с другой стороны, если к этому дому делается детская площадка, а ты въезжаешь в дом, у тебя нет детей, ты тоже платишь за детскую площадку. Это и называется общедомовые затраты там, или общее имущество. То есть этим имуществом пользуются все, причем ты же, когда можешь уехать из этого дома и сменить место жительства, на это место приезжает кто-то другой. У них может быть машина, там, могут быть дети. Поэтому в этом и ценность данного дома. И общее имущество, оно зависит от многих факторов. Это есть ли лифт, там, какие клумбы, газоны, там, что принадлежит именно к дому. Поэтому эти затраты, они как бы являются в том числе и стоимостью жилья, которое ты потом можешь продать и получить с этого дела, допустим, больше средств, чем ты бы продал там дом или квартиру, там, где нет ни парковки, ничего. Вот радиослушатель Андрей нас возвращает к вопросу трассы Уфа-аэропорт. Он напоминает нам, что она ежегодно ремонтируется, а все равно разбитая, с глубокой колеей. Ну, вроде того, что разметка свежая, она радовать-то не должна. И я вот, наверное, разовью вопрос в том смысле, что я слышал мнение, что изначально основа этой дороги не соответствует современным нагрузкам, и поэтому ее вынуждены мы будем ремонтировать ежегодно, чтобы мы не делали. Вот. И вспоминая период реконструкции этой трассы, насколько я помню, это было к 450-летию присоединения Башкирии к России, к 7-му году ее реконструировали. Почему так получилось, на ваш взгляд? Ну, вообще, если честно сказать, я ведь не специалист дорожного хозяйства. Я могу сказать только то, что я знаю вот
то, что... Ну, наверняка слышали что-то. Совершенно правильно. Вы сказали, что мы реконструировали, капитально ремонтировали эту трассу с добавлением полос. Мы же добавили по одной полосе и на выезд, и на въезд. Это в 2006-2007 году. Прошло у нас с вами уже 12 лет. После этого дорога как бы ремонтировалась локально, то есть с отрезками. Это первое. Второе. Дорога ремонтировалась нанесением поверхностного защитного слоя, что сам по себе не является как бы капитальным покрытием. Вот даже по нормативу оно служит, это покрытие служит там, год, максимум там 2,5-3 года. Тем не менее, оно дешевое. То есть оно дешевле, чем класть асфальт новый или капитальный ремонт, где-то в 3 раза. То есть здесь выигрыш есть. И говорить о том, что вот дорога, как сказать, неправильно спроектирована и неправильно построена, нельзя. Просто нужно периодически в соответствии с требованиями регламентов делать капитальный ремонт. А то, что она 12 лет простояла без больших затрат, без больших капитальных затрат, я считаю, это нормально. И, кстати, часть ведь дороги отремонтировали капитально. Мы снимали же слой асфальта, делали. Я думаю, что вот там, где колейность у нас на сегодня осталась, это при въезде в город, это после пересечения с М5, вот в этом районе. Я думаю, что в этом году тоже будет капитально отремонтировано. Если это будет сделано со снятием старого асфальта и укладкой нового, она тоже там на 5-7 лет. То есть межремонтные сроки она должна выдержать. Раз уж дорожную и нагрузку надо учитывать. Нагрузка ведь колоссальная, она же растет, зашкаливает. Понятно. Она даже не растет, она больше норматива. Насколько вот я знаю, она больше норматива. Продолжая дорожную тему, это проспект Салавата Юлаева, основная часть которого была построена как раз в те годы, когда вы городом руководили. Здесь такой первый небольшой вопрос. По той части проспекта, которая идет в центр, появляются какие-то неровности, углубления вот сейчас. Что там внизу, под проспектом? Кажется, что вот-вот провалится. Все это замечают. У меня супруга ездит, тоже постоянно об этом говорит. Да я, собственно, вижу. Проспект Салавата Юлаева пересекает очень много коммуникаций. Это есть теплотрассы, есть трассы ввода, газоснабжения. Это просадки грунта, в первую очередь. Второе, когда строился проспект Салавата Юлаева, это где-то мы начали его в 95-96 году, когда я первым замом пришел, и вот самый сложный участок работ, это был как раз в районе завода «Электроаппарат», там, где у нас вот эти просадки. Там мы и сутолку убирали в короб, там очень были близко поверхностные источники, родники. Там делали очень такую большую дренажную систему для отвода поверхностных вод. Поэтому это самый сложный участок. Поэтому проседание грунта вот это идет. Но другое дело, что это нужно просто делать его не, может быть, не замазывая сверху, а делать по-настоящему, делать капитальный ремонт, разбирая, может быть, основу уже тела дороги, укреплять и делать капитально. Но в этом ничего страшного нет, я думаю, провалов там не будет. И заодно о продолжении. Сразу же было сказано, что вот вроде как есть планы продолжить. И тоннель был построен, в районе улицы Лесотехникума. Сейчас много лет прошло, многие задаются вопросом, а зачем вообще он был построен? Там сверху лес уже вырос. Вот эти две части, как можно прокомментировать? Там сверху должен быть большой торгово-развлекательный центр. Большой торгово-развлекательный центр. Но вот, к сожалению, инвесторы не смогли. Это где-то было в 2010-2011 году. И так это дело забросили. И хотя, на мой взгляд, этот бы центр мог бы быть и украшением проспекта Салавата. То есть идея красиво была как раз смотрелся. Не искать место на стороне, типа какая-то изюминка? Нет, идея была такая, что строим тоннель, продаем эту площадку верхнюю для строительства торгового центра. Это же земля как таковая. Там же и тоннель сделан с таким условием, с таким учетом, вот эти все фундаменты и все опоры тоннеля, они сделаны с таким учетом, потому что сверху можно разбить капитальное строение. Продаем эту площадку, за счет этого компенсируем львиную долю затрат, которая пошла на строительство этого тоннеля. А продолжение проспекта Салавата Юлаева в сторону Винорса, в сторону улицы Жукова, трассировка была сделана проектно-сметная документация, рабочего проекта, насколько я помню, до рабочего проекта так руки не дошли,
но тем не менее все вопросы были, и даже часть земли под вот эту трассу, я имею в виду строение, от строения, была освобождена. Честно говорю, в каком состоянии сегодня, я просто не могу сказать, врать не хочу, а в принципе это ничего не держит для продления вот этой вот дороги Салават-Юлаева. Ну, в свое время не продолжили из-за отсутствия финансирования. Из-за отсутствия финансирования. Ну, вы же знаете, как мы строили эту дорогу. Мы строили эту дорогу практически без денег. Это РНО, ГКО знаменитые, за счет взаимозачетов, за счет долгов на налоговую инспекцию наших дорожников и строителей. Поэтому там живых денег было очень мало потрачено, а все было за счет вот РНО и ГКО. А то, что говорят, Башнефть финансировала, это... Ну зачем? Башнефть финансировала опосредованно. Вот не платя налоги, а отдавала в том числе, у нас же и за бартером, и битум брали, и все, что можно, со всех, кто что-то должен, там, Уфе и республики, ну, в первую очередь республики, брали и вкладывали эти там, товары в эту дорогу. Ну, собственно, дорога это нас выручает. Если бы ее не было, у нас коллапс был капитальным в Уфе, конечно. Да, наверное. Ну и еще один тогда вопрос по транспортной теме, поскольку у нас все-таки и реформирование какое-то пытаются начать вновь по общественному транспорту в городе, вспоминают вопрос электротранспорта. У нас вновь создали предприятие на развалинах МОЭТа, и создается вопрос, да, возникает, а будет ли новое предприятие все-таки выходить хотя бы в самоокупаемость? Ведь считается, что инфраструктура у нас недостаточная, особенно в части трамваев, которые были постепенно демонтированы с проспекта Октября. Здесь какова ваша позиция? Ну, если говорить о трамваях, которые были демонтированы с проспекта Октября, я все равно глубоко убежден, что сделано было правильно. То есть и первую очередь, которую убрали, и вторую дальше? Проспект Октября нужно было разгружать. И сегодня, если вернуть на проспект Октября трамваи, то, тем не менее, то город просто встанет. Это первое. Ну, что касается вообще самоокупаемости электротранспорта или какого-то другого транспорта, ну, может быть, кроме там, маршрутных такси и такси. Вот я, например, в самоокупаемость не верю. Во всех странах мира, весь транспорт городской, который занимается перевозками по лицензиям там, или под эгидой государства, он дотационный. Для того, чтобы сделать транспорт самоокупаемым, ну, вы, наверное, прикидываете, сколько стоит билет там, в маршрутное такси и сколько в нашем транспорте. Вот. То есть здесь мы получим, мне кажется, больше проблем именно с перевозкой наших жителей, чем выгоды вот от этих там 300-400 миллионов, которые мы вот по Уфе, там где-то дотации порядка, там, наверное, 400, ну вот при мне было порядка 400 миллионов дотации вот именно на стоимость билета, чтобы билет был дешевле, дотации... чтобы он был доступен. Ага. Поэтому... На весь транспорт или на МОЭТ только? На МОЭТ. Мы на МОЭТ. Начинали с 200, потом где-то вот к 2011 году порядка 400 миллионов. Поэтому все равно транспорт — это социальная ведь услуга. Именно вот транспорт, который служит для перевозки массы жителей. Поэтому здесь гнаться, мне кажется, за самоокупаемостью смысла никакого нет. Другое дело, что вот, например, в Москве все-таки организация транспорта и продажи билетов, она, конечно, значительно, как сказать, по уровню выше, чем у нас. Вот там, например, билет, я вот частенько езжу на метро, там билет можно купить за 55 рублей, а можно купить за 28. В зависимости от того, какой покупаешь, там, тройку или единый покупаешь на месяц, на 2 поездки, там, на 1. Вот это надо, мне кажется, больше развивать и тем самым увеличивать количество людей, которые едут общественным транспортом. И более того, если у нас общественный транспорт будет доступен, и не нужно будет его ждать там, по полчаса там, или по сколько, или, допустим, чтобы он не прекращал работу в 9 вечера, ведь мы же помним время, когда у нас ходили автобусы до 11 часов вечера, до 23, это все маршруты работали, а уже до часу там дежурный автобус. То сейчас у нас в 9 часов, если
нет транспорт на линии, то это не есть хорошо. Город все равно живет практически круглосуточно. Поэтому вот эти вещи нужно развивать, упорядочивать маршруты, выпускать автобусы большей вместимости на линию. То есть трамвайные линии восстанавливать смысла нет, на ваш взгляд? На мой взгляд, трамвайные линии восстанавливать смысла нет. Потому что по затратам строительства новых трамвайных путей они в разы больше, чем организация троллейбусного движения, и уже не говоря об автобусном движении. Получается, и те линии, что остались, по сути, надо же демонтировать тогда, поскольку от них смысла нет. Не думаю, зачем. Все-таки по содержанию, вот если линия есть, она в эксплуатации находится, она в нормальном состоянии, то, конечно, трамвай по затратам на эксплуатацию, у него затраты ниже, чем у того же самого автобуса или у того же самого троллейбуса. То есть в этом плане трамвай выгоден. А вот строительство новых, я, честно говоря, не вижу. Другое дело, если мы будем задаваться целью по скорости, все-таки город у нас же вытянут очень сильно с севера на юг, из Уфы в Черниковку. Если мы будем говорить о строительстве какого-то скоростного трамвая с выделенной линией, когда трамвай будет, допустим, доходить или средняя скорость будет не 20 км в час, а 160 км в час, вот этот вариант возможен, но это какая-то одна ветка, допустим, для быстрой доставки из не центра по проспекту города. Октября. Разные вопросы. У нас, кстати, в 2008-2009 году глав архитектуры прорабатывала вопрос, и был уже эскизный проект по восстановлению трамвая, но не по проспекту Октября, а на вынесенных конструкциях, когда мы смотрели на эстакаде. Эта эстакада по затратам в несколько раз дешевле была метро, дешевле метро. Мы сейчас прервем наш эфир, у нас перерыв на новости, далеко не уходите, мы вернемся в студию с Павлом Качкаевым через несколько минут. В Москве 13 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. Следственный комитет просит заключить под стражу бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова и его предполагаемых соучастников. Они не признают свою вину, несмотря на имеющиеся доказательства, заявляет СК. Один из фигурантов, Сергей Ильичев, скрылся за границей. Напомню, Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей. По данным следствия, похищенные деньги выведены за рубеж. Абызов, задержанный накануне, содержится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы в трехместной камере, подозреваемой в краже и убийстве, рассказал «Эху» ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, Абызов не жаловался ни на условия в камере, ни на обстоятельства своего задержания. Он назвал действия силовиков корректными. Сегодня Басманный суд решит вопрос о мере пресечения Абызову. Президент Путин не комментирует дело Абызова. Это было бы попыткой влиять на следствие, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает неправомерным говорить о вмешательстве ФСБ в работу бизнеса. Песков также назвал уделом праздных зевак рассуждения о кампании против системных либералов после задержания Абызова. Первый вице-премьер Антон Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова. Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо, сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналистов, верит ли он в виновность бывшего министра. Суд в Вильнюсе заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова по делу о событиях 13 января 1991 года. Язов признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. По версии обвинения, в конце 90-го года он поручил подготовить план возвращения Литвы в состав СССР. В результате в январе 1991 года, цитирую, Советский Союз начал агрессию в отношении Литвы. Обвинение по этому делу предъявлено 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. При этом перед судом предстали лишь двое. Россиянин Юрий Мель приговорен к 7 годам лишения свободы, а Геннадий Иванов к 4 годам. Их адвокаты заявили, что обжалуют приговор. В российском посольстве в Вильнюсе заявили, что российским дипломатам не разрешили присутствовать на судебном заседании, сославшись на то, что в суде нет мест. Посольство называет это провокацией.
Поездка украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву может стать поводом для возбуждения уголовного дела о незаконном пересечении границы. Соответствующая реакция не заставит себя ждать, предупредил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. 22 марта Бойко и Медведчук встречались в Москве с премьером Медведевым и главой «Газпрома» Миллером и обсудили вопросы поставок газа, сообщает Интерфакс. Сенатор Игорь Морозов предложил запретить выход в прокат 9 мая нового фильма Павла Лунгина «Братство» о событиях в Афганистане в 1989 году, за несколько недель до вывода советских войск. По мнению Морозова, фильм искажает историю, поэтому не может воспитывать молодежь и чувство патриотизма. В Москве в ближайшие сутки переменная облачность без осадков. Ночью -3, -5 градусов. Завтра днем +2, +4. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». 16 апреля в зале Whitehall поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Взятка. Ришуэт. Отказ от взятки. Ришуэттен баш тарту. Отказ от взятки. Ришуэттен баш тарту. Судебный пристав из Уфы отказался от взятки в 4 миллиона рублей. Өфілегі суд приставы 4 миллион хомылық ришуэттен баш тарткан. Судебный пристав из Уфы отказался от взятки в 4 миллиона рублей. Өфілегі суд приставы 4 миллион хомылық ришуэттен баш тарткан. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на волнах «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной депутат Государственной Думы, бывший глава администрации Уфы Павел Качкаев. Вопросы гостю вы можете присылать по номеру +7 927 304 1051. Еще один инфраструктурный момент, затянувшийся. Кстати, разные данные по ЖД вокзалу я нашел. Кто-то пишет, что с 2003 года аж началась реконструкция, но больше всего данных по 2006 году, и до сих пор она не закончена. Вот здесь вы какую-то можете предысторию, что ли, рассказать, и почему она так затянулась у нас? Ну, предыстория связана с 450-летием. Угу. Когда начали готовиться к 450-летию, но это был, да, где-то 2003, потому что указ вышел, насколько я помню, в 3-м или в 4-м году, указ президента по празднованию. Тогда были намечены такие вот крупные объекты, которые должны были быть построены или реконструированы. Ну вот Конгресс-холл, там ЖД вокзал, аэропорт. Уфа-арена. Теперь Уфа-арена. Кстати, Уфа-арену построили за год практически. Вот. Ну и другие объекты, которые не только в Уфе строились, и в том числе и ЖД вокзал. Насколько я помню, вот сегодня, ведь там было финансирование как республиканское, так и российских железных дорог. То есть республика на себя брала вот этот склон, если вы помните. На склоне же там у нас были маленькие домики всякие, которые жили, вот как сейчас ниже там под правительством нашей республики и под зданием главы. Вот. Теперь брали реконструкцию улиц Карла Маркса, трамвайных путей, подъездных путей и площади, привокзальной площади.
А РЖД или там федеральный центр брал реконструкцию на себя. Вокзал, но туда вложения тоже наши республиканские, насколько я помню, были. Вот, было две очереди. Первая очередь была вот то, что сейчас сделано. Вторая очередь, там, где у нас был ремонтный завод, это если смотреть на вокзал с правой стороны. С правой стороны там большая котельная сейчас осталась. И там были здания этого ремонтного завода. Ну, вот к 450-летию успели сделать вокзал, хотя тоже не до конца. Перрон не был доделан там, где у нас поезда подходят. Но, тем не менее, и система траволаторов была сделана, и здание было сделано. Но после этого просто финансирование прекратилось, РЖД. И сегодня вот получается, что у нас в первую очередь реконструкция железнодорожного вокзала, она сделана, а до второй очереди никак не руки, наверное, и средств на сегодня. А почему так получается? Это кто должен лоббировать интересы перед РЖД, заставить их, скажем, пошевелиться? Ну, в первую очередь, конечно, руководство республики. Это я прекрасно понимаю. И, на мой взгляд, вот то, что сегодня Радий Фарич уже с Белозеровым встречался же, по-моему, 2 или 3 раза уже. И принципиально, насколько я знаю, по железнодорожному вокзалу решение принято на сегодня, да? И проектно-сметная документация уже практически на сегодня, вот в апреле, наверное, будет готова. Дальше будет экспертиза. И я думаю, что в этом году все-таки где-то, наверное, к концу года на вторую очередь, я надеюсь, что все-таки выйдут. То есть здесь чисто вот нужно было оказывать давление, постоянно встречаться, какие-то искать точки соприкосновения. Понятно, что РЖД, в принципе, этот железнодорожный вокзал нужен не так сильно, как нам, потому что та часть, которая у нас сегодня есть, она же обеспечивает. Ну да, люди садятся и пассажиропоток, и люди садятся, высаживаются. Другое дело, что у нас там все скомкано, и вокзал-то не похож на вокзал. Там эта башня стоит, а правой стороны нет, левая сторона есть. Также анонсировали вот совместно с РЖД на днях в Башкирии в Совете Федерации, что у нас будут какие-то инфраструктурные мегастройки, вот в том числе южный обход Уфы. Что-то знаете про это? Ну, то, что слышал. Вот то, что там и в Совете Федерации, та информация, которая у меня есть. Ну, это на мой взгляд, вот абсолютно новый проект, хотя он уже прорабатывался там на линии идей, там и всего остального. То есть речь идет о том, чтобы закольцевать, сделать вокруг Уфы кольцо, железнодорожное кольцо, и, как сказать, вот из запада и с востока. Или как это называется? С юга, с севера, точнее. То есть у нас на сегодня очень большое количество грузовых поездов проходит через нашу станцию Уфа. Через город, наш железнодорожный. Через город, фактически через город. Вот та станция, которая идет, та железная дорога, которая идет по реке Белой. Вот. И есть идея перенести ее на другую сторону Уфы, на другую сторону полуострова, там, где у нас протекает, ну, условно, Уфимка. Вот. И, насколько я знаю, тоже это решение практически с Белозеровым Радий Фарич уже обговорил, что на сегодня идет проектно-изыскательские работы, насколько я знаю. Теперь вопрос не такой простой, это где-то строительство, насколько я тоже знаю, 18-20, наверное, километров железнодорожных путей новых. А что это даст? Но это даст, это значит, у нас те поезда, которые идут со стороны вот Сатки, допустим, со стороны Южно-Уральской железной дороги, там, со стороны Челябинска, да. Они пойдут не через Уфу, а пойдут вот по этой объездной дороге в Дему. И тем самым мы разгрузим в первую очередь вот эту ветку нашу, про которую я сказал. Это где-то 90 пар поездов в сутки. Можно будет тогда пустить. У нас же почему не пошла вот эта электричка наша? Городская электричка. Потому что перегружены пути, и окна для электрички найти очень сложно. Вот тем самым, насколько я понимаю, я знаю, тем самым мы разгрузим вот эту ветку нашу, которая идет вдоль Уфы со стороны Белой. И можем уже дальше продвигать тот проект, который был еще, по-моему, в 2008 или 2009 году в городе анонсирован. Это городская электричка, который бы дублировал наш там и проспект Салавата Октября, и Зорги, и чтобы вот это вот движение
нам быстрее доставлять жителей из южной части, ну, из Уфы в Черниковку. Вот. Но тут вопрос, конечно, сложный. Вот по прикидкам, насколько опять мне известно, это стоимость порядка 4 миллиардов рублей только на железнодорожные вот эти вещи, да. И строительство нужно будет, по-моему, там 3 путепроводов, 2 небольших мостов, ну, через мелкие, типа Берсувань речки, вот через такие речки. Но, тем не менее, проект, на мой взгляд, такой вполне реальный. И для республики, если еще будет финансирование там с каким-то РЖД на паритетных основах, вполне такой нормальный, амбициозный проект, тем самым мы дальше все равно двинемся. Именно вот все-таки Московское кольцо, чтобы не говорили, Московская кольцевая железная дорога, она здорово выручает. И с каждым днем количество людей, которые ей пользуются, они растет. Все-таки скорость сообщения гораздо выше и чем лучше. На автобусах, понятно. Да. Ну и проект века, я уже скажу, да, так, это восточный выезд с тоннелем, с мостом. Ну, до века еще далеко, я понял, о чем вы 2 веков знаете. Насчет века далеко. 20-го и 21-го. Начинали в 93-м, по-моему, в 93-м году. Я еще на заводе тогда работал, но тем не менее я тоже его застал. Вообще вот я глубоко убежден, что этот проект нужен. Нужен все-таки. Нужен, не знаю. Вот, хоть его в свое время и остановили, и Муртаза Губайдулович там его останавливал, вроде того, что и были там горячие головы, которые говорили, давайте этот тоннель зароем обратно, и все остальное, но, на мой взгляд, нужен. Вот у нас Уфа, почему он нужен? Я обосную, постараюсь обосновать. Уфа все-таки вытянут на 60 километров у нас. Вот. А поперечных именно по нашему полуострову, их всего 3, и они 2 даже, и они находятся по краям. Это вот Кировский район и Орджоникидский район. Это Шакша. Если мы разрежем город еще одной связью пополам, тогда наш транспорт получит дополнительно как бы выезд, и мы разгрузим и Кировский район, и Орджоникидский район по выезду из города. Вот, то есть этот же проект нам предложил Ленинградский институт урбанистики в свое время. Еще это, когда Челышев был у нас главным архитектором, это было где-то 17-18 лет назад. Его именно вот, с 93-го года, сама идея, в 93-м году, уже сколько лет прошло. А просто вот о чем речь-то? Речь идет вот о чем. Ну, остановили этот проект, потеряли на этом деле 10 лет потеряли. Каждый год на содержание этого тоннеля, который практически уже пробит. Тоннель-то он пробит, то есть дырка грубо выходит у нас на берег Уфимки. Тогда можно выйти. Тратили по 150, там где-то в среднем, миллионов на содержание. Вот. Но сегодня, к счастью, все-таки этот проект начал опять дышать. Соглашение, вы знаете, с Внешэкономбанком оно заключено. Проектно-сметную документацию наш Госкомитет по транспорту республики довел до ума, получил заключение экспертиз. То есть все нужно было уточнять, потому что время много прошло. Но сейчас вот он как бы, если раньше у нас отдельно был тоннель, отдельно мост, отдельно дорога, то сейчас все это связано в общий проект. Стоимость, конечно, там приличная. Здесь речь идет там о десятках миллиардов рублей, но тем не менее, я думаю, и я надеюсь, что он будет построен, и он нужен. И сейчас только ждем, вот насколько я понимаю, республика только ждет средств по соглашению Внешэкономбанка. Получается, через проспект Салавата Юлаева путепровод вот в створе этого выезда заработает, который... мы его строили зачем? Типа нет, так, на всякий случай? Нет. Его строили совершенно осознанно, его строили, связывали его, чтобы к моменту строительства моста и вот тоннеля был готов путепровод. То есть, чтобы потом не останавливать движение по дороге Салавата Юлаева. Ведь когда проспект Салавата мы строили, тоннель-то уже был к этому времени, строился тоннель, то есть параллельно. Другое дело, что на 10 лет тоннель даже больше, чем на 10 лет законсервировали, а проспект Салавата, к счастью, всегда строили, хотя бы часть. Вопрос от слушателя Юрия. Почему остановили, получается, переезд автобазы
УФПС, видимо, Управление Федеральной почтовой связи Республики, на 8 марта. Или что-нибудь? Ну нет, я единственное, сейчас ситуацию-то я не знаю, но переезд автобазы, я понимаю, где она это в районе Уфа-Автодор, в районе проспекта Салата Юлаева, Сагит-Агиша, внизу. Там был инвестор, который хотел вот это место взять под строительство не жилья, а под строительство, ну, будем считать так, торгового или офисного помещения. Ну, что-то не срослось, это было где-то, по-моему, 9-10 год. Просто точно не могу сказать, но просто инвестор ушел, вот эти, может быть, кризисные явления повлияли. Там денег республиканских, бюджетных не планировалось. Там был чистый инвестиционный проект, который был согласован с Почтой России. Что у них не пошло, не могу сказать. Есть у нас еще одна больная тема, это отсутствие хосписа в Уфе, и, кстати, равно как и крематория, да, ну, правда, немножко отдельные вещи. Благотворительный фонд «Изгелек» вот есть, да, они говорят, что у нас и деньги, и благотворители есть давно, но город не выделяет банально участок земли для того, чтобы могли бы построить хоспис. Почему у нас так сложилось в Уфе, вот вообще обстоятельства многолетние причем? Ну, многолетние... Понятно, что обстоятельства многолетние. Был у нас один инвестор, и даже был проект по строительству хосписа в районе Цветов-Башкирии, где сейчас идет застройка. Это еще при мне было, это был где-то, наверное, тоже уже 9-10 год. 9-10 год. Но там началась проблема. У нас же вот, почему у нас, допустим, не строится тот же самый крематорий или кладбище у нас? Или мы не можем дефицит или мы не можем найти место для организации нормальной хранилища для мусора, да, ну, грубо свалки, да? Хотя сегодня мы говорим, что там свалка это и дренаж, это и очистные, это и по нормативу, не просто там мусор складывать, потому что жители зачастую возражают против вот такого соседства. Примерно то же самое и там произошло. Это к вопросу, почему у нас его нет пока сегодня. Теперь к вопросу, будет ли он. Ну, я все-таки надеюсь, что будет, потому что недавно, насколько я знаю, произошла встреча опять Радия Фаридовича с фармацией, вот, с российской фармацией, по-моему, да, она называется. И на сегодня Уфа ищет место под размещение хосписа, насколько я знаю, это в районе Авроры, там, где у нас перинатальный центр, вот в этом месте. Я думаю, что в ближайшем будущем этот проект все-таки будет запущен, и у нас появится хоспис. Что касается крематория, ну, место под крематорий у нас было выделено еще где-то в 2006, по-моему, 2005 году. Это восточное кладбище, ну, там вот на выезде из Затона, которое потом пришлось нам это кладбище закрыть из-за того, что там близко грунтовые воды. Но, тем не менее, место крематория можно было построить, не такие это уж большие затраты, но, тем не менее, когда делали опрос общественного мнения, очень многие люди возражали против крематория. Ну, для нас это не, как сказать, для россиян, я не имею для нас там, не беру национальности. Для нас это для россиян. Как-то вот не прижились, да. И даже вот в Москве, если кто бывал на кладбищах, там, кроме, допустим, колумбариев, где урны, все-таки львиная доля людей предаются земле, они сжигаются. Вот. Поэтому, вот, наверное, тут надо просто сегодня работать с людьми, а с другой стороны, это, конечно, выход из положения. Выход из положения, потому что, ну, южные кладбища, считают себя, исчерпали, северные кладбища, хоть там и много очень еще территорий есть, но, тем не менее, 40 там, или 30 километров, это все-таки очень приличное расстояние. Поэтому здесь, вот, ну, единственное, что вот могу ответить на этот вопрос. У нас очередной памятник, бывший памятник архитектурный, вот снесли рядом со строящимся зданием Верховного суда. В общем, так или иначе, когда необходимо, статусы снимаются, здания сносятся.
Как вот вы можете это, я не знаю, объяснить, оправдать или, наоборот, осудить? Уфа теряет исторический облик, центральная часть. Медленно, но верно. Ну, у меня личное мнение есть на этот счет. Хотя не смешно, конечно, это может быть даже где-то грустно. Но вот я, например, сегодня только прочитал в интернете, там на инвестчасе вчера или позавчера, когда у нас сейчас был, который проводит Ради Фаридович, Носков, это ПСК-6, да, ПСК-6, выступил с инициативой в Черниковке в районе, там, по-моему, улицы Кремлевской и Ульяновых, что ли, Победы. Кремлевской Победы. Снести там порядка 120 двухэтажных домов и на этом месте за свой счет там построить высотки, ну, расселить людей из двухэтажных домов, которые рушатся, которые там были построены там в 30-х годах. Вот. И меня другое заинтересовало, что там же написано в этом сообщении, что у нас в Черниковке порядка 200 домов являются выявленными памятниками архитектуры. Ну, понимаете, я понимаю, когда дом построен там в 19-18 веке, да, но когда дом строится там в 30-е годы, там, или еще в какие-то, ну, не может быть массово памятники архитектуры. Поэтому вот к этому вопросу, на мой взгляд, да, надо подходить очень тонко и, как сказать, и мудро, что ли, осознанно. Ведь почему вот в начале нашего сегодняшнего, как сказать, дня, да, вот сегодняшней властной конструкции, когда коммунисты ушли, а пришли демократия. Демократия у нас наступила, да? Почему мы все старались признать памятник культуры? Потому что в законодательстве было четко сказано, что памятники культуры там охраняются государством, ремонт за счет государства, все остальное. Сегодня все это ложится бременем, в том числе и на муниципалитет, и на регион. Вот, и поэтому, ну, я понимаю, когда, еще раз повторю, когда памятник у нас архитектуры там несет на себе, там, жил какой-то великий человек, да, в этом доме, или этот дом первый, там, каменный дом вот с такой архитектурой, там все. Но у нас, насколько я понимаю, Черниковка, ну, там нет 19 века строений, насколько я понимаю. Ну, по Черниковке, наверное. Вот, да. И где там 200 памятников. Поэтому вот у меня отношение такое. Все-таки надо более осторожно подходить с присвоением статуса памятника архитектуры. Но я-то больше про центр, что у нас улица-то не осталось, чтобы пройтись. Центр я согласен. Но, кстати, если вы обратили внимание, мы же по улице Октябрьской революции приняли решение, мы же там эти деревянные дома не сносим. Другое дело, что сегодня мы же планировали как, что вот первая линия по улице Октябрьской, все деревянные дома мы продадим, ну или выкупят. Инвесторы восстановят эти домики, сделают там маленькие магазинчики, там какие-то офисы и все остальное. Очень медленно идет этот процесс. Может быть, из-за того, что мы не занимаемся этим вопросом, да, вот мы как 450-летие их покрасили, так более-менее привели в божеский вид, а после этого туда рука и нога человека не ступала. Вот это сохранить эту улицу, я понимаю. Я понимаю, когда мы говорим о том, что вот то же здание Дома офицерского собрания, да, бывшее, по Карла Маркса, там, и еще какие-то, понятно все, тут вопросов нет. Но когда стоит обычный там кирпичный дом, да, без лепнины, там, без, да, и там не жил никто из наших великих предшественников, ну, признавать памятником чохом это дело, на мой взгляд, тоже не очень правильно. У нас совсем немного времени осталось. Все-таки хочется остановиться на нововведениях, да, в федеральном законодательстве. Вы говорили, что-то нас ждет. Вот давайте что-нибудь важное выберем и осветим. И сразу это что-то всех начинает пугать. Ну, посмотрим. Нет, ну, я вообще хотел бы очень коротко наверное, на 2 или на 3 новых законопроектах остановиться. Ну, первый законопроект, это все-таки, я думаю, что мы в весеннюю сессию примем 2 законопроекта, которые касаются проведения общих собраний в многоквартирных домах. Это, на мой взгляд, самая больная тема, потому что у нас общее собрание – это главный законодательный или исполнительный орган собственников в многоквартирном доме. И собрать сложно, как правило. Так уж построен жилищный кодекс. Собрать очень сложно. Так вот, у нас, в принципе,
Закон о проведении общих собраний в виде конференции все-таки двигается, и он уже прошел согласование, поправки прошли и в правом управлении президента, и в правом управлении Думы, и в Минстрое. То есть я надеюсь, что закон о проведении общих собраний в виде конференции у нас будет. То есть мы сегодня не будем собирать, допустим, в той же самой стандартной пятиэтажке 80 там, или 41 собственника, а будем собирать там, 10, 15 человек наиболее активных, которые будут принимать решения, которые будут пользоваться голосами тех людей, которые им отдадут. Вот так. То есть делегаты. Вводится понятие делегат конференции. Так же, как вот проводится у нас партийный съезд там, или конференция. Второй законопроект, который касается тоже проведения собраний, у нас есть в жилищном кодексе 47.1 статья, где заочное голосование в виде ГИС. Использование государственной информационной системы или других систем. Поскольку ГИС не работает, мы все-таки вносим извинения вот в эту статью и расписываем детально, как можно провести это собрание. То есть предварительно собираемся в очной форме, там 2, 3, 5, сколько угодно человек. Намечаем повестку дня, выбираем администратора собрания, и дальше уже то, чего не было в жилищном кодексе. Еще, на мой взгляд, очень серьезный вопрос, если мы его все-таки законодательно решим, это будет большим плюсом. Это все-таки мы хотим еще расширить права председателя Совета многоквартирного дома. То есть сегодня, как председатель Совета многоквартирного дома может участвовать в ряде решений, не собирая общее собрание, но это по сметам, по рассмотрению смет, по текущим ремонтам. Мы хотим еще наделить его дополнительными правами, то есть всеми правами это подписывать договор управления с управляющей организацией. У нас полминуты. Представлять собственников в органах правопорядка, государственной власти без доверенности. Все эти можно увидеть на думском сайте, посмотреть, если есть какие-то у наших радиослушателей замечания, я готов их услышать. Скажите, сроки когда? Первые два, наверное, выйдут, если мы успеем, это и в весеннюю сессию, а по общим собраниям, по председателям домкомов, в осеннюю сессию. Спасибо большое, это был Павел Качкаев. До свидания.